Ну что же, нас ждет главный бой вечера. Аканов-Аракелян. Бой классический яркого представителя ударной техники из школы «Шторм» Романа Аракеляна против борца непобежденного Кошена Аканова. На самом деле очень конкурентный бой. И вот как раз последние 3 боя очень сильно нас порадовали. И я вот думаю, что этот тоже не оставит нас равнодушными по его окончанию. Первым, видимо, выходит Роман Аракелян, боец из команды «Шторм». Черный пояс, как я понимаю, под хэквондо. Его, кстати, секундирует Артем Рофаль, тоже известный боец, который выступает и в поп-ММА промоушенах, и в обычных. Что можно рассказать про Романа? 26 лет, рекорд 6-3. Представляет он авторскую школу «Шторм». Весогонка ему далась достаточно просто. Он вообще весит 66 килограммов, поэтому без каких-либо проблем. Обычно он выступает 61 килограмм, поэтому без каких-либо проблем согнал в 66. Он выходец из ударных видов единоборств, но за свою жизнь успел попробовать огромное количество разных видов боевого спорта, даже грэпплинг, что вот не свойственно для команды Александра Шлеменко. Что забавно, в анкете он оставил информацию о том, что холост и детей у него нету. Я думаю, что он нацелен на то, чтобы его будущая жена посмотрела его выступление и, видимо, добавилась к нему в Инстаграм или куда-либо еще. Предпочитает ударку, бьет тяжело, при этом понимает в борьбе. Нельзя сказать, что очень хорошо, но бороться он умеет. А вот и трек, под который будет выходить Кошен Аканов, финалист Гран-при Найза, боец, который выступает в разных весовых категориях, но сегодня будет драться в 66 килограммов, рекорд 4-0. Представляет он легендарную казахстанскую команду Тобет Топ Тим, трехкратный чемпион Республики Казахстан по рукопашному бою, прошу прощения, по панкратиону. Он двукратный чемпион мира. Мастер спорта по грэпплингу, мастер спорта по рукопашке и мастер спорта международного класса по панкратиону. Выходит он в сопровождении своего бессменного тренера команды Тобет Топ Тим Диаса Кабдуова, а также Жасулана Акимжана, своего спарринг-партнера, также известного бойца ММА. 3 своих крайних боя провел он именно здесь, в рамках промоушена Найза. В последнем бою одолел финиш Курманбекова, досрочно в первом раунде. Да, хотел тебе сказать, что у него был еще один бой в Китае. Он закончился ноу-контестом, это его был последний бой. Против Джун Сёк Кима. Да, там такая интересная история произошла. Он провалил взвешивание, но при этом удосрочил своего соперника. И за это ему дали ноу-контест. Интересное правило Китая. Да. Но он до этого сталкивался и с очень эффектным Тимуром Серикула. Одолел его во втором раунде, забил соперника. Ну и Кошен — это всесторонне развитый боец, как и полагается представителю команды Тобет Топ Тим. Хорош в борьбе, стойки тоже. Если вы сейчас смотрите трансляцию, то, наверное, видели, как эффектно всегда Диас Кабдуов выводит своих бойцов. Да. Редко он делает им такой, как бы это назвать, бойцовский душ, что ли. Он набирает в рот воды и обрызгивает. Как отец. Сопровождает, кстати говоря, Жасулан Акимжан, Кошена Аканова. И это тоже
понятно. Кошен и Руслан являются одноклубниками. Кошен признается, что сразу после боя отправится к себе на родину, на малую родину, домой, в аул Жанак-Има. Я боюсь просто оживиться, какой регион конкретно он представляет. У нас же в столице проживают представители практически всех областей и всех регионов страны. Ну вот Кошен трет свою спину о клетку, а это значит, что он готовится к борьбе, чтобы немножко размять спину. И нам привет только что передал Жасулан Акимжан. Но огромную ответственность накладывает тот факт, что это мейн-ивент на ИЗА 59. Арикелян против Кошена Аканова. Главный бой вечера. Ровесники, эти парни уложились в вес. Они в форме и готовы биться здесь сейчас. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза 59 турнирі кештің басты жекпе-жегі жартылай жеңіл салмақта өтеді. Біз оны бастауға дайынбыз. Ал сіздер Алматы дайынсыздар ма? Dear ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in the featherweight division. Allow me to present judges of the main fight. Main judge Nurbek Mungloqov, judges Mukhtar Khanatbayev, Aslbek Ismagambetov, Amantai Nurgaliyev, referee Manap Kabdiyev. And so, judges are ready, referee are ready, fighters are ready. Let's start! Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record: 6 wins, 3 losses. Stands 175 centimeters tall. His weight 66 kilograms. Fighting out of Omsk, Russia. Дамы и господа, поприветствуйте Роман Аракелян! Және оны қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record: 4 wins, no losses. Stands 173 centimeters tall. His weight 66 kilograms. Fighting out of Астана, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар Кошен Аканов! Байс Насерин. Мен мұқият тыңдаймыз. Ережені білесің, ережені бұзбаймыз. Болмасамыз сәттілік. Как будто какое-то недопонимание, да, произошло сейчас у них при ударом перчатками. Кошен уже рвется в бой. Его приходится отгонять. Его приходится рефери отгонять. Переполняет энергия Кошена Аканова. Это мейн-ивент. Поехали. Да, Кошен видно, что прям очень сильно заряжен, а Роман, наоборот, так, на расслабончике работает пока что в челноке. Очень подвижный Роман Арикелян пока должен прочувствовать. Да, как будто сейчас что-то вылетит, ну не знаю что, наверное, удар ногой будет какой-то. Он, кстати говоря, грэпплингом занимается, по его уже заявлениям. Ну, он занимался огромным количеством всяких разных единоборств, в том числе и грэпплингом тоже. Это намек. Во всех плоскостях. Пытаются, да, нащупать свою дистанцию оба бойца. Пока что не очень понятно, как они будут работать. Вроде, ну, на бумаге очевидно, но вот сейчас оба не нащупали дистанцию. И вот, кстати, сразу же чуть ли не первый удар. Да, Кошен такую сделал классическую комбинацию. Удар под проход и сразу же забрал треугольник руками. Сейчас будет выводить ногу. И если сможет ее вывести, то у Романа будут серьезные проблемы, потому что схватил он очень плотно. Роман пытается крутиться в другую сторону, но пока он держит ногу Кошена, у него еще есть шанс от этого приема защититься. Пытается он отдать вместо этого спину. И, в принципе, Кошен, да, захват ослабил. Но сейчас, наверное, сядет сверху. Заблокировал самое главное правую руку, которой, наверное, Аканов мог бы его сейчас и атаковать. Да, пытается освободить ногу Кошен, улучшает позицию свою. Кошен очень высокого уровня борец. И на самом деле, вот я сейчас на него смотрю, после боя с Тимуром Серикулы, как будто заматерел он.
через руку. Да, Если ну все, но пока попытается- ногу не освободит, видишь, Да, Роман да, оставляет ногу защищенной, и он сам это тоже понимает, потому что прием достаточно классический, вот сейчас ему все тяжелее, и вот ногу почти освободил, но нет. Без ноги эта удушка не получится. Нужно вывести свой корпус за спину оппонента, и вот сейчас, кстати, он улучшает свою позицию, оказывается за спиной у Романа Аракеляна и наносит несколько довольно тяжелых ударов. Очень вовремя выдергивает руку из-под Аракеляна. Аканов не дает возможности ни перевернуться, ни найти опору. Опять сверху пересаживается, и отсюда пойдут. Вот здесь град ударов. Вот. Да, причем делает он все это в углу своего соперника, растягивает его, начинает наносить много ударов. Если защита будет пассивная, то бой могут остановиться, потому что ребята из команды Александра Шлеменко никогда не сдаются. У них это не принято. Ну, слишком много ударов, просто забивают Аракеляна, и Да, и все. всё. Да. Вот так Кошен Аканов просто, казалось, Да. победу. Очень хорош. Кошен очень хорош. Да, здоровская победа. Надо его нам смотреть с кем-то. Ой-ой-ой-ой. Я уже сейчас офсайд в ту сторону сделаю, это уже зрители. Да, максимально уверенно, максимально доминирующий в манере. Разобрал. Ну, интересно, будет ли Кошен драться с Нурбеком Кабдрахмановым? Нет. А Мне почему? кажется, Ну, то без, то я тоже не понимаю. Может быть, это попытка избежать встречи. Я даже не знаю. По факту он в рейтинге легчайший. Да, но знаете. сегодня он выступает в 66, но в 66 он себя тоже очень хорошо показал. Да, сверхуверенное выступление. Ну, не оставил шансов, то есть просто один удар. Причем, смотри, у Аракеляна, по-моему, рассечение. А вообще, может ли это значить, что Кошен Аканов теперь переходит? Этот вопрос нужно задать сейчас, думаю. Я надеюсь, что переходит ли Кошен Аканов в полулегкий вес таким образом. Да, я думаю, что нужно подсказать это Жуману. Я сейчас быстренько скажу ему. Подбегу. Да, Миша этим обязательно займется. Это очень интересно знать. И мы понимаем все претензии Аканова, учитывая победу в этом бою, учитывая, что Аракелян до этого выступал в неплохих промоушенах. Dear ladies Первый and раунд gentlemen, досрочной победы. referee Manap Kaptiv hold this in 2 minutes 39 seconds of a round number 1. Winner by TKO, fighter of the red corner, Koshen Akanov! Этот парень готов к очень серьезной позиции. Я говорил о том, что Аканов развит всесторонне. Сейчас мы послушаем Жумана. Он поговорит с Кошеном обязательно. Так, ну вроде Жуман обещал этот вопрос задать. Құрметті көрермендер, тағы да қошеметтеріңіз. Ваши аплодисменты, друзья. Жекпе-жек уақыттан бұрын аяқтадың. Сен ойлағанда жекпе-жек болды ма? Қарсыласың сені таңғалдырды ма бүгін? Чем-то удивил тебя соперник? Алматы арена. Жуман. Ассалаумалейкум барлықтарыңызға. Приветствую всех собравшихся. Кошен Аканов. Қарсыласты айта кетсек, жоқ, осы план осы болды негізі. Жаттығу мен үшін десем өте қиын болды. Оған панкратион төлестім. Және ақталғаным емес, қабырғамды ауырып болдым. Прям серьезный травма, бірақ альхамдулилля, бұл да Аллахтың сынағы деп шықтым. У нас была очень хорошая подготовка, хороший лагерь, поэтому нет, соперник ничем не удивил. Альхамдулилля, өзім план бойынша істедім ғой. Көрдіңіздер, тақымды көрдіңіздер. Аллаға шүкір, Аллахтың берген тақымы. Тағы да интернет желісінде осы жекпе-жекке дейін көрдік. Абу Нұрболатпен жекпе-жектерін болу керек еді. Сол Абу Нұрболатпен жекпе-жегің алда уақытта бола ма, әлде қызықсыз бұл жекпе-жек? Абу, бауырым екі рет конкретно жоқ. Слетел бойдан, без причин. Бауырлар, аш бала мен тоқ бала ойнамайды. Мен ашпын, альхамдулилля, бүгін 5-0 болдым. Да, он говорит о Абу Нурболате. Сорвался бой, что не отменивается от своего предложения дальше. Ты сменил весовую категорию? Осы 61 килограмм салмақ дәрежесінде Дастанмен жекпе-жек өткізуге ойың бар ма? Чемпиондық белбеуге.
Или ты хочешь биться за пояс Дастаном Амангельдом Мен последующим? 65-ке әлі ауыспаймын, 61-де төбелесемін. Иншаллах поясына дейін жетемін. Я буду биться в 61. Дастан менің бауырым. Я не собираюсь переходить в Әлі менің 66. бауырларым жақ. Мен Дастанмен төбелеспеймін. Но драться с Иншаллах Дастаном я не Дастанның буду. жанында поясты қорғап жүремін. Претенденттерді. Но я буду Я сен үшін вычищать дивизион. өзіңе Я қарсылас разберусь кімді со ойлайсың всеми келесі? Әлде сен қалап жүрген жекпе-жек бар ма? претендентами. Мен қалап жүрген жекпе-жек жоқ, бірақ біздің организациядан айтады. Бірақ мен бір бразилец пе әлде басқа жақтың елдің жауынгерлерімен шыққым келеді. Иншаллах. Я хочу биться с иностранцами. Рахметімді айта кетсем. Осы жеңісімді, осы қиын қыстау заманда біздің қазақ елімізге осы су тасқыны болды. Осы жеңісімді бүкіл қазақ еліне арнағым келеді. Отпустить победу Біз всем сіздермен казахстанцам, біргеміз. тем, кто Және пострадал от паводков. осы жерден гонорарымды өз ауылыма жұмсағым келеді. Қайырымдылыққа. Судан батқан Я отправлю үйлерге весь свой бәрін гонорар жұмсағым на келеді. помощь Аз болса көпке своим көріңіздер. жителям моего аула. Очень достойный Айта поступок кетейін, бәрін от естен Кошена. Ақмола облысы Жаңа Қима ауылынамын. Ауылдастар, иншаллах келе жатырмын, күтіп алыңдар. Так мы, получается, Яғни- еще и земляки. Менің тренерлерім Он из Диас Акмольской Кабдулов, области, ауыл Нұртас Жаңа Қима. Алимай, Я боялся, Данчик бауырым, Жасик бауырым. ошибиться, думал, Всегда что, рядом может мой. быть, он как Машаллах. Руслан Киржан из Жамбула. Бәрімізге осындай бауыр нәсіп етсін. Ну, ты вроде правильно предположил в самом начале боя же. Айта кетейін, ауылда Басыр аға, мені қолдап жүрген үшін рахмет. Болат бөлем, рахмет. Және мында ағам келіп жатыр туған. Бауырларым келіп жатыр ауылдан аттер. Барлыққа ассалаумағалейкум, рахмет мені қолдап келіп жатқаныңызға. Спасибо всем, что вы поддерживаете меня, приходите сюда. Ағам, ассалаумағалейкум, қалайсың? Қошемет беріңіз аға. В таком хорошем настроении. Әке шешеме, мұнда бір шүкір, айта кетейін, ұмытып баратын. Әке шешем осы мен бойға дайындалған үшін жылқыларын сатты, бір жылқысын. Маған берді. Балам мә сеған деді. Сен ертең мен айттым анашым UFC қатсам, иншаллах қайтарамын бәрін. Иншаллах. Кошену Аканову Қошемет родители беріңіз зарезали коня. Барана? А, коня. Да, коня, чтобы продали его и помогли в подготовке к этому бою. Сказали о том, что ты совсем скоро будешь биться в UFC, и тогда все окупится. Мы верим в тебя, иди. Ну, на самом деле, я не удивлюсь. То есть, то, что он показывает в последних боях, это очень уверенные победы, очень сильный уровень борьбы, атлетизм. Вот даже сейчас, в 66, он очень атлетично выглядит, хотя даже показывает на что-то. А, видимо, у него травма ребра какая-то даже, да? Ну, да, скорее всего. Но Кошен — это правда боец, который способен на большие свершения. Но это его принцип, он не хочет биться с Дастаном Амангельде, тогда он может побиться с Ю Суйоном, он может побиться с Султаном Жолдошбеком, навряд ли это будет Джуман. Так что... Да, ну очень уверенная победа. Я от этого боя, честно, ждал больше конкуренции. Вот насколько нам классный показал бой Рустем Кудайбергенов против Ивана. Насколько классный был бой, да, насколько был классный бой Алиаскара. Вот, ну и этот бой я тоже ждал, что будет прям такой кость в кость что-то, а здесь прям в одну калитку получилось. Да, он показал, что не зациклен, что он видит варианты, что может перерубать вот все опции соперника, если понимает, что тот хочет там условно вылезти и так далее. В общем, для Арикеляна сегодня безальтернативный бой был. Ну да, и знаешь, вот история же, он базовый игрок в Кокпар. Да. И они очень хорошо забирают как раз бэкмаунт, потому что, ну, когда сидишь на лошади, надо контролировать ногами, у них очень сильные ноги, захваты. Я вот по бразильскому джиу-джитсу это знаю, что ребята прям очень хорошо ногами работают, и вот видно прям, насколько он классно контролировал сейчас ногами, насколько вообще безальтернативно для его соперника. Жестко зафиксировал ногами и просто накинул огромное количество тяжелых ударов в голову. Да, причем как бы ни пытался там прокручиваться Арикелян, как бы ни пытался изменить позицию, сбросить себя, он даже не пошатнулся. Кошен остался тут как будто бы в седле. И да, с координацией проблем нет, он очень ловкий парень. И знаешь, реально заматерел. Вот раньше, когда он дрался с тем же Тимуром Серикулой, было такое ощущение, что